А, уже побежали мужики. Все вы. Так, надо тоже туда сейчас переодеться и пособирать. Сейчас сразу тут есть, да? О, как я встал хорошо. Так, ну вперед. Лук. Где же ты? Сколько зелени уже, травы выросла. Так быстро. Буквально, мне кажется, мы уезжали, еще вот этого всего не было. Сейчас дожди прошли. Все так красиво позеленело. Давай. Ну что-то думал, он пучками будет прорасти. А здесь как-то так он одиноко. 3. Ну ладно, в общем, такими темпами сейчас и будем потихоньку набирать пакетик. Семьями, вот как на пикник, там с едой, отдыхает. С утра заедут и как бы едят, кушают, собирают, отдыхают. Приятное с полезным. Вот такие вот семейки попадаются рядышком. Вот пачка тут. Здесь вот где-то. Вот они. Раз, сразу. Раз. И сразу такой пучочек. Такая кайфушка. Лето прям. Вот супер летняя погода. Вот за полчасика, минут за 40. Вот пучок собрал. Спать же охота. 8:40. Я считаю, всю ночь не спал же. Штурвалил. Так что можно и покемарить чуть-чуть. Сейчас воды много, вода мутная. Рыба, я так понял, рыба в реке ушла маленькие. Мы там не ходили особо. Да кучу еще одуванчиков набрал, хочу варенье сварить. Мне давно еще говорили, что так можно делать. Все, водица уже теплая. Ну такая прохладненькая, но настолько прохладно, что уже терпимо плавать в ней. Не обжигает сильно. Ну плюс солнышко пригревает. Но это протока. Ну такая, я так понял, что не сильно глубокая. Какая-то горькая вода. Итак, мы вернулись. Не спал почти сутки, всю ночь провел за штурвалом. Ну так, пару часов покемарил, там днем было время. Мы набрали на островах зеленого лука, дикого зеленого лука. Здесь в Якутии этим занимаются все, когда этот лук начинает расти, отправляют целыми экспедициями, семьями на сбор лука. Лук очень хороший, но вот дикий, он растет, ну вот вы видели, как мы собирали. И вот его заготавливают, морозят, ну еще просто делают в банке для того, чтобы потом кушать. Я вот сейчас рецепты поузнавал примерно, как это все делается. Ну и постараюсь вам сейчас рассказать. Если честно, вообще снимать сил не было. Сейчас говорить-то тяжело. Рубит, спать хочется. В общем, начал уже салат резать, уже подсолил чуть-чуть и понял, что вот надо это все заснять. Потому что лук-то пропадет, его сейчас надо делать вечером. Так что вот, отметим наше возвращение кулинарной тематикой. Вот насобирал ромашек. Сказали, что их надо замочить. Вот замочил в воде. Вот на сутки должны замачиваться. Завтра их вытащу. И сварю варенье из ромашек. Тоже уточнил рецепт. Ну, еще раз завтра там разберусь. Там, по-моему, ничего сложного нету. Давайте доделаем салат. Для начала я хочу салат сделать. В общем, строгаем лук. Нож подтупился немножко.
на охоте. Но я им активно работал, вообще он меня радует. И вот дома им хорошо работать, ну, особенно хлеб резать прям очень удобно. Ну, все резать удобно. А в лесу также вот он мне все время на поясе висел. Помогал и веревочки всякие, палочки, веточки, вообще во всех мелочах. А я его сейчас точить еще научился. О, надо наточить, наверное, сейчас подточу чуть-чуть, чтобы лучше резал. Вот просто перед походом сам попробовал, и у меня, ну, реально наточил. Сейчас подточу. Как раз пока. Ну, в общем, вот. Солички. Так, и немножко вот, чтобы оно постояло. Конечно, может, я делаю неправильно. Этот, ну, способ заточки я интуитивно, ну, так вот начал делать. Понял, что тут якутский нож, у него односторонняя заточка. И по идее понял, что вот надо вот так вот его, как бы, просто интуитивно понять угол, под каким углом это делать. Вот сейчас его поднаточу. И проверим, насколько правильно я это делаю. Потом вот в мастерской сделали такой брусочек с куском кожи. И вот дали пасту Гои. И это для окончательной шлифовки. Все, и дальше вот уже шлифуем. Но Нюргун мне сказал, что у меня хороший нож. Хороший ножик. Александр Данилов, это клеймо. И получается вот это вот разводы синие, да? Это нож показывает погоду. Это очень хороший нож. Потому что вот сейчас пасмурно, да? Чайка летит, видишь? Да. Ручка По нему можно очень- смотреть погоду. Ручка, видишь, вот много точек. Это очень хорошо. Уджургай называется. Березовый корень. Уджургай, да? Уджургай. Вот такой вот у меня крутой берег. Я очень доволен. Данилов Александр Дмитриевич, кузнец. Кто не видел, у меня есть целая серия роликов, как куется клинок и как этот нож. Вообще вот этот нож я снял на видео полностью, как его делают. Проверяем. Ну, не идеально, конечно. Нормально, потом доточу. Капустки китайской. Что еще можно добавить сюда? Немного плавленного сыра. 100% будет не лишним. Ну и всяких, что там. Перец, чесночок сушеный, смесь специй для аромата. Соль, это понятно. И заправим все это сметанкой. Очень люблю сметану. Ложками ем, но здесь такого себе уже не позволяет, что она тут какая-то подороже, чем в Питере была. Или цены выросли, в принципе, на кисомолочку, не знаю. Ну, эта банка, она 100 с лишним рублей стоит. Да и все, в принципе, салат готов. Можно его назвать салат летний. Очень свежий получается. Ну и наверняка ему особую прелесть придает дикий зеленый лук. Ладно, пусть постоит. Займемся основным луком. На заготовку мне предлагали делать разные варианты. Ну, два таких основных. Ну, на заморозку я имею в виду. Я же хочу часть лука заморозить. Сейчас для начала все, конечно же, это нужно порезать. А там решим. Хорошо, что я догадался собирать сразу в одну сторону. Ну, мне кажется, так и нужно делать по уму. Но я как-то мне же никто не объяснял. И что-то мысль пришла такая. Хотя я там вообще, считай, ночью все ехал за штурвалом, спрыгнул и начал собирать, то есть не спавший. Но сообразил, что надо бы собирать в одну сторону, чтобы легче потом его обрабатывать. Блин, такой пучок неудобно, толстый. Сейчас это все буду получать с опытом. Ну, делать ножницами еще, я просто ножницы не могу найти. Можно просто ножницами нашинковать. Ну и теперь это все надо, вот получилась такая вот у меня, такой контейнер. Надо теперь это все распределить по банкам. По идее, решил, что вот эти вот две просто сделаю для еды сейчас в холодильнике. На пару недель, по идее, хватит. А этот заморожу. Заморозить, вот как раз мне рассказали, можно двумя методами. Это вот по таким баночкам можно распихать его. Я наверное, так и сделаю. А можно в целлофановые пакеты. Ну, там типа вакуум создается, сейчас покажу. Здесь вот по банкам тогда, чик. В общем, чтобы заморозить, как мне сказали, надо подсолить не сильно, чуть-чуть. Просто его сюда насыплю. Чик.
У меня так мама замораживает зелень. И другой вариант это по пакетам. Вот 2 пакетика и 3 таких баночки. Здесь я просто положил в эти пакеты. Вот по идее они делаются вот такие вот как бы брикетики. Спускается воздух полностью. Создается как вакуум там. Мне сказали, что лучше делать брикетом, чтобы было легче отламывать так вот кусочки. Так, еще раз пакет. Так. Сюда уже много соли надо сыпать, вот в то, что буду есть сейчас, в ближайшее время. И тут тоже 2 способа. Один вот я просто насыплю побольше соли, хорошенько перемешаю, но давить не буду, чтобы они сам вот сок вышел. Не знаю, сколько соли надо, вот пусть будет столько. А здесь второй способ. Это его нужно прям хорошенько размять руками. Прям вот так, чтобы аж пена пошла, как написали. Вот попробуем. Ну, не знаю, наверное, что-то типа такого. Что-то сразу так мало стало. Вот все, это в холодильник. Ну и завтра еще вот приготовлю варенье из одуванчиков. Все, до завтра. Ну что, я вас снова приветствую на своей кухне. Продолжаем кулинарить. Ну, по идее, я хотел закончить ролик тем, что я сварю варенье из одуванчиков. Вот они замоченные, сутки постояли. Сейчас я вспомню, как варить варенье. Ну, засыплю сахаром, даст сок, потом продолжу. Ну, в общем, сварю его. Но параллельно мне же надо на неделю приготовить еды. Вот, мне видите, сколько тут. Ну, я за раз все делаю обычно. Вот суп варю. Здесь вот курица, еще жеребятину немножко кинул. Обычный суп-лапша какой-нибудь сделаю, я еще даже не придумал, что я туда кину. И вот жеребятину хочу с капустой потушить. Вот я жеребятину тут, она у меня в специях, в луке пока лежит, маринуется уже пару часиков. Зажарку я сделал для супа сразу, чтобы сковородку освободить. Ну вот, капусту я ее с солью так пожамкал. Буду тушить. Ну еще по утрам я ем всегда кашу. Это смесь злаков у меня. 4, 5, там 6 злаков разные. Покушать-то я люблю. Я думаю, вы уже это заметили. Лук, морковь чуть обжарил. Теперь кидаю жеребятину. Сейчас ее немножко обжарить. По идее. Я тоже рецепт просто сейчас придумываю сходу. То есть я не работаю по каким-то конкретным рецептам, как правило. Ну, бывает. Но, как правило, я вот сейчас придумал, что я потушу жеребятину. А как я буду тушить, что я буду делать? Я сейчас вот, ну, как я вот сейчас обжарю чуть-чуть, вот капусты добавлю, а потом водичкой залью и пускай она тушится. Вот, наверное, как-то так. Я, знаете, что решил добавить еще картофан сюда. Ну, просто так захотелось, почему бы нет. Чуть-чуть чесночку, перца. Нормально будет. Это немножко обжарил. Смешиваем все. И заливаем тушиться кипятком. Вернемся к нашим одуванчикам. Воду я, наверное, солью, я так понимаю, в которой они постояли. Хотя нашел другой рецепт, сейчас только увидел, что там надо было на сутки. Я на сутки залил просто водой холодной. А там типа написано, вот рецепт есть, что нужно кипятком на сутки. В общем, сейчас я процедил. Дальше добавляем нарезанные кубиками лимон и сахар. В общем, сахара написано, что на 3 литра одуванчиков 2,5 килограмма сахара. То есть почти 1 к 1, чуть меньше. Ну и здесь я не знаю, сколько у меня объем. Присыплю так навскидку, как обычно. Если на 3 литра надо 2 лимона. Здесь я не знаю, здесь 1,5 где-то литра у меня. То есть, ну, в общем, в 2 раза меньше все буду делать. И режем лимон кубиками. Да, и написано еще вот там, что собирать надо одуванчики в середине дня, полностью раскрывшиеся, только такие. Но я вроде как раз такие собирал. А полностью раскрывшиеся, вот написано, что потому что у них пыльца как раз максимально такая качественная. Они как раз собирают пыльцу, насколько нужно, раскрываются, и насекомые летают, опыляют. Эти веточки, наверное, не нужно. Стебельки. А то от них же... Они горькие же, я вот когда как раз купался, мне показалось, вода горькая, это у меня руки были все в одуванчиках. Так, ну сейчас присыпаем сахаром. Здесь у меня килограмм сахара, ну, наверное, килограмма хватит. Ну, я думаю, что надо дать постоять, чтобы сок дал все это. Часик, наверное, прежде чем ставить на плиту. Как раз пока наготовлю. Дотушится суп. Пора больше скоро, да, закидывать туда.
Рис, картошку кину, макароны, да и все нормально. Я думаю, просто обычный суп, лапша. Лучок всегда, когда бульон делаю, кидаю луковицу. Морковка тоже придает бульону насыщенность. Такую. Ну, добавляем картофан и рис. Тоже все на глаз. Ну и финальный штрих. Все, и пусть настаивается. Зажарку. Лаврушки. И лучку. Ну еще зелень схожу куплю. Петрушку, укроп. Добавлю тоже сюда побольше зеленушки. Я тут отвлекся. Больше часа все это простояло. Вот сок. Я думаю, достаточно уже можно варить, начинать. Варить, ну я у мамы поспрашивал, как она варенье варит. Она говорит, не более 10 минут. Или вот надо стоять, постоянно помешивать, чтобы тут ничего не пригорело. Будем перемешивать и варить. Запах необычный, конечно. Даже не знаю, чем его описать. Ну, просто необычный, да. Такая вот трава. Варится трава. Самое интересное, что получится. Прям вот. Я же варенье вообще ни разу не варил в жизни. Это мое первое варенье. Я вот начал сразу с одуванчика. 10 минут засек. Вот сейчас 7 осталось. Вот сейчас по банкам надо их продезинфицирую. Крышки прокипячу. Банки просто кипятком обдам. Поварил я минут 15, чуть побольше, чем, ну, я боюсь сильно варить, хотя в одном из рецептов написано, что варить, не написано время, а варить до полного, ну, до загустения. Что-то оно особо не густеет, но я понимаю, что я, ну, долгой варкой могу убить там полезные вещества, поэтому вот я считаю, что вот 15 минут достаточно. Дезинфекция крышек. Хорошо, что я люблю кабачковую икру, вот у меня банок хватает, в общем, сейчас кипятком это все обдаю. Так. Не знаю, сколько банок надо будет. Вот, сделал 4. Ну, думал, цвета будет ромашек такой ярко-желтого. Оно, по сути, видите, зеленое. Желтый здесь только лимон. Вот в итоге 2,5 банки получилось. Сейчас попробуем. Так. Горячая, правда, надо, чтобы остыла. Не, вкус хороший такой, прикольный. Необычный. Вот. Так вот, суп готов. В итоге я сушеной зелень добавил. Что-то я в магазин так и не добрался. Это здесь тоже тушеная жеребятина с капустой, с картофанчиком. Лук заморозили. И одуванчики. Вот, еды у меня достаточно. Теперь у меня... Ладно, покажу вам свою моську. Я вот отмылся, вроде как загорел. Бороду пока не сбриваю. Ну, что-то мне интересно ее немножко отрастить. Пока есть возможность. В общем, да... Все, вернулся я с охоты, и у меня материала просто не выпущено. Вот так вот сейчас надо делать. Сейчас, по идее, мне неделю либо 2 надо засесть дома. Никуда сейчас не выезжать. Около 10 роликов мне надо сделать, выпустить. Ледоход закончить. Сплав по КТМ тоже сделать. Потом еще я ездил в Жатай, смотрел, как корабли выводят, готовят к навигации, ломает лед. Меня прям на буксир на этот посадили. Я катался с ребятами там, и мы ломали, все, тоже интересно поснимал. Его надо сделать. Ну и вот охоту. Это получается, я 5 роликов из всей поездки примерно. Вот этот 5-й, еще 4 где-то, наверное, сама охота, потому что это, ну, коротенькие получились относительно. Ну или 3. Что-то я так, ну, надо посмотреть. В общем, вот такие дела. Вперед за работу. Ждите новые выпуски. Все, всем приятного аппетита. Да, забыл показать, как едят лук. Вот супчик я со сметаной сейчас кушаю. И вот тот, который я помял с солью. То, что не заморожено, а именно сейчас кушать. Вот хлеб обычно маслом. Еще там можно, ну, настоящим деревенским маслом, то, что здесь делают. Но вообще вот, обалденно, очень вкусное. Но сейчас масла нету, я сыром просто плавленым намазал. И вот такой слой лучка. И с супом вообще кайф. Прикольная штука. И я так смотрю, как будто бы мало. Потому что я уже поел. Вот у меня в банке уже осталось чуть-чуть. Надо бы больше помять. Ну, есть замороженный. Его можно, по идее, разморозить, также с солью замешать. Также покушать.
Сейчас уже думаю, я думал, что я много собрал, пучок такой, а сейчас думаю, что надо было больше собирать. Может, что съезжу, не знаю. Что-то настолько вкусный лук оказался. Почти все доел, уже 3 бутерброда подряд затащил. Не ожидал. И он чем-то отличается, наверное, от домашнего лука. Он не такой крепкий, вроде как более комфортно его есть. Ну и вот, не знаю, прям с бутиком. Вот на хлеб, на масло, на вот сыр плавленый. Вообще тема. Ну не плавленый, а вот такой творожный сыр. Ну ладно, все, заканчиваю. Сейчас плотненько посижу. За следующими видео поделаю. Так бы, конечно, бы вот сейчас бы тусовался, отдыхал бы, ездил. Меня звали Вилюск. Ну, куда-то в ту сторону поехать сегодня как раз уезжали. Но вот я понимаю, что я просто тогда сейчас наснимаю кучу всего, и это мертвым грузом ляжет у меня. Потому что у меня уже есть зимние съемки, которые у меня легли мертвым грузом. И вот даже поездка на Афродиту в прошлом году я же так и не могу приступить, потому что это огромный объем материала. Это мне надо на месяц пропасть, вообще ничего не выпускать, а только этим заниматься. Ну, интересно, надо как-то научиться грамотно распределять время. Сейчас я стал более свободный, нашел компромисс на работе. Поэтому вот, ну из-за того, что я стал более свободный, я стал больше снимать. Из-за того, что стал, ну я это уже говорил, когда вот уезжал, что больше снимаешь и больше нужно делать, и вот в итоге опять времени не хватает. Все, давайте, до связи.